Есть старинная русская поговорка: ребенка нужно воспитывать, пока он умещается поперек лавки. Когда он не будет помещаться даже вдоль лавки, воспитывать будет поздно. Так вот, оказывается, эту поговорку можно применить не только к воспитанию, но и к образованию и обучению. И об этом мы поговорим с моей гостьей, нейролингвистом Александрой Соболевой. Доброе утро, Саша. Здравствуйте. Вот, Саш, первый мой вопрос. Говорят, что сегодня просто все дети обладают тотальной безграмотностью. Вот с чем это связано? Вы знаете, причем я хотела бы добавить, появилось много интересно безграмотных детей. Детей, которые знают на зубок все правила, а пишут все равно безграмотно. Их проблемы родители обычно излагают так, говорят: он невнимательный какой-то, он вот только что мне это правило сказал, вы смотрите, у него никакого внимания нет. Говорю: понял, понял, а что тут не понять? И тут же пишет все с точностью наоборот. Вы в нем внимание. Развейте, пожалуйста, внимание, и все будет хорошо. Я говорю: подождите, а вот если эту проблему охарактеризовать так: правила мы знаем, но не умеем ими руководствоваться. Они говорят: вот, именно вот это. Скажите, а как научить детей руководствоваться правилами, как научить их быть грамотными? Это первый вопрос. И скажите, пожалуйста, почему сегодня большинство детей так безграмотны? Знаете, это с чем связано? За учет правил отвечают особые структуры мозга. И дети, а сейчас у 70% наших детей, к сожалению, незрелость вот этих вот структур, когда они приходят в школу. И поэтому вот эти вот структуры, они недоразвитые, они не позволяют им руководствоваться правилами. Причем эти правила не только касаются учебной жизни, но и просто школьного поведения. Скажите, вот это недоразвитие некоторых структур, о которых вы говорите, связано с чем? С тем, что мы плохо носили этого ребенка в утробе, с тем, что мы плохо занимались его воспитанием, или просто экология на него влияет? Вы знаете, на беременность, конечно, влияет экология. И в то же время вот эти вот структуры глубинные, они начинают закладываться в период беременности, конечно. И токсикозы беременности, и всякие патологии беременности, это все на них влияет. То есть главная причина – это вот неблагополучная беременность, да? И в результате этого неудачное двигательное развитие, непоследовательное. То есть ребенок должен в определенный период начать поднимать, держать головку, садиться, ползать. За этим за всем надо следить. И в каждый период двигательного развития, конечно, прорабатываются какие-то структуры головного мозга. Скажите, какие дети попадают в группу риска? И что в первую очередь должно насторожить родителя в своем ребенке? Вот какие основные симптомы вот этой безграмотности? Вы знаете, прежде всего, в малышковом периоде родителей должно насторожить вот это вот непоследовательное двигательное развитие. Следить надо, чтобы ребенок выползал свое, чтобы перед ползанием встал вовремя, чтобы после ползания вовремя пошел. Причем как раннее развитие, так и позднее. Это нехорошо. В то же время речевое развитие. То же самое. Вы понимаете, надо следить, чтобы ребенок вовремя... К группе риска, конечно, относятся дети, у которых позднее речевое развитие. Вот давайте мы посмотрим видеоматериал на эту тему, и потом я задам вам практический вопрос. Больше всего на свете Оля ненавидела диктанты. Урок русского языка был для нее каторгой. Будучи развитой и общительной девочкой, Оля допускала в сочинениях по 20 ошибок, получала двойки и колы, плакала и никак не могла одолеть этот великий и могучий русский язык. Занятия с репетиторами не давали результатов, пока, наконец, Олю не привели к нейропсихологу. К сожалению, 11-летняя девочка не исключение. Она одна из тысяч школьников, от которых плачут учителя, называя это явление врожденной безграмотностью. Как объясняют психологи, причина – незрелость подкорковых структур головного мозга. И в этом случае детям могут помочь только специально развивающие упражнения. Пройдя этот курс, Оля стала совершенно другим человеком. И теперь делает в диктантах не больше 2 ошибок. Я вот как слышала русский язык, мне хотелось бежать куда-то, пропасть. А сейчас для меня это праздник. Пришла на русский, села, и тут же интересно. Оказывается, это ее очень серьезно раскрепостило. Она стала гораздо более свободна. Если раньше она сочиняла стихи, какие-то рассказы, она мне их только рассказывала, то теперь она стала очень много писать. Оказывается, вот у нее был психологический барьер. Психологический барьер легче всего преодолеть в раннем возрасте. Готовить малыша к будущей грамотности можно уже с детского сада. Вот это упражнение на внимание. Ребенок должен следить за ручкой, глазами и даже языком.
Для того, чтобы малыш умел одновременно писать, проговаривать слово и следить за учителем, он должен вовремя переключаться. Синхронное передвижение по типу правая рука, левая нога и наоборот стимулирует как раз этот процесс. Важный комплекс упражнений на дыхание. Ребенок старается как можно дольше продержать шарик в воздухе. А для самых азартных – так называемый дути-бол. Малыши должны задуть шарик в ворота друг другу. Вот эти дыхательные упражнения, они способствуют именно тому, что ребенок меньше устает, он меньше истощается психически. Чтобы детям хорошо давался счет и заучивание стихов, ритмические упражнения. Под музыку малыши должны уметь отбивать сильную долю. Таким образом энергетически подпитывается головной мозг. Еще одна важная деталь – создание образа буквы. Для этого ребенок должен не только проговаривать ее вслух, но и чувствовать руками форму. После таких занятий школьник вряд ли перепутает, например, «Ж» и «Х». В заключение массаж в области шеи, улучшающий кровообращение. Все эти нехитрые действия на самом деле дают потрясающие результаты, не идущие в сравнении с зубрежкой и муштрой. Дети начинают не просто грамотно писать, они влюбляются в родной язык, чувствуя себя частью великой русской культуры. Екатерина Кочур, Алексей Шишкин, ОРТ. Просто потрясающие результаты, которые можно, оказывается, добиться от своих детей. Скажите, Саша, вот с какого момента нужно начинать заниматься с детьми и какие бы еще практические советы вы могли дать нашим родителям, у которых дети еще до школы? Вы знаете, эти вот все занятия, их можно на самом деле предотвратить. Предотвратить тем, занятия или безграмотность? Безграмотность, да. Безграмотность, чтобы не пришлось ее, как говорится, ликвидировать потом, да, особыми методами. Надо создать ребенку возможность игры, где он может научиться правилам, возможность игры со своими сверстниками, то, что любой психолог называет ролевой игрой. Только там он научится руководствоваться правилами и понять, что будет, если ты не будешь ими руководствоваться. Сверстники просто не примут тебя. Так? То есть вот раньше мы все играли в учительницу и учителя, в продавца и покупателя. Вот сейчас как бы дети в эти игры не играют, а это нужно вернуть, да? Да, потому что мы их просто часто и не выпускаем во двор. Правда? А это надо вернуть. Или создать ему компанию сверстников, с которыми он сможет играть. И второе. Прививать то, что мы называем чутьем русского языка. Говорить, развивая вот этот окружающий мир, говорить. Откуда? Послушай слово «голубь». Как ты думаешь, от чего оно? А знаешь, как голубь еще называют? Сизокрылый. А сизокрылый – это значит синий, сизый. А вот голубь, как ты думаешь, видишь, он голубоватый. От какого он слова? Голубой. Ребенок должен чувствовать слова, проводить вот эти вот смелые параллели. Можно... Извините, Саша, время. Я надеюсь, в следующий четверг мы продолжим ликбез для родителей. Вот есть такая старинная мудрость: человек дает долг своим детям и возвращает долг своим старикам. Может быть, наш разговор с психологом Александрой Соболевой поможет кому-то совершить, условно говоря, успешное вложение капитала в обучение ваших детей в образовании. Ведь это единственная ценность, которой не страшна никакая инфляция. Единственный